В 2023 году фонды «Сафмар» и «Возрождение» мецената Микаила Гуцериева при поддержке главы Ингушетии Махмудали Калиматова реализовали на территории республики большое число значимых проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, а также поддержки социально уязвимых категорий населения. В этом году работа фонда продолжится и будут достигнуты не менее значимые результаты. Первое, с чего бы хотелось начать, это, конечно, башни. Благодаря договоренности главы республики Махмуд Али Макшариповича Калиматова и президента группы «Сафмар» Микаила Саварбековича Гуцериева в горной части республики Ингушетии идут масштабные реставрационные работы. Башни – это частичка каждого ингуша. Это очень значимое для нас. Предки нам оставили такую красоту, мы должны сохранить для себя их. Благодаря фонду «Сафмар» и «Возрождение» мы их восстановим, сохраним и передадим будущим поколениям нашим. В прошлые годы были отреставрированы 4 башенных комплекса – Бишт, Морч, Харпи, Ни. В этом году планы у строителя не менее амбициозные. Планируется завершить работу как минимум на 7 комплексах. На сегодняшний день работы ведутся башенный комплекс Эбан, Тунги, Гоуст, Кейли, Пуй. Ведутся археологические работы на одном из самых древних храмов, это Тхаба-Ярды. В ближайшее время мы приступим к комплексу Вовнушки. Это огромные работы, большие средства и тяжелый человеческий труд. Эта программа рассчитана на 10 с плюсом лет. Также хотелось бы рассказать, что нами была открыта первая в республике школа по выпуску мастеров по обработке камня. Директор школы Рамзан Султыгов. В первых числах первый выпуск. У нас были проблемы со специалистами в этой области, не хватало каменщиков, да, но в дальнейшем этот вопрос решается, у нас все больше и больше будет специалистов в этой области. Это очень значимая школа для республики. Еще одним важным проектом, который поддерживается в этом году меценатом Микаилом Гуцериевым, является проведение историко-архитектурной экспертизы и составление паспорта всех памятников исторического наследия на территории Горного района, чтобы в процессе реставрации не обойти вниманием ни один из них. Работой занимается группа специалистов из Санкт-Петербурга. Одновременно работают люди с фототехникой. Каждый объект будет отфотографирован и снаружи, и изнутри. После этого обычно на следующий день, максимум 2 дня, приезжает следующая группа из Петербурга с специальным оборудованием. Это большие профессиональные сканеры, каждый из которых устанавливается у каждого объекта, крутится и сканирует и снаружи, и изнутри любую из построек, чтобы в той трехмерной модели, которая будет состоять из миллиардов точек на каждую постройку, был взят и зафиксирован не только каждый камень, но по сути крупинка раствора. То есть современная техника позволяет сделать это. Потому что если не дай бог по каким-то причинам, землетрясения, аварийное состояние, туристы, какие-то камни там в течение года развалятся, с помощью моделей этих можно увидеть их, подобрать с земли и поставить на свое место историческое. Для ингушей это важно, чтобы понять, что всего, сколько, чего у нас было. Если мы не будем относиться к своей истории сами с достоинством и с трепетом, никто за нас этого делать не будет. Важнейшей для региона является программа по реконструкции и благоустройству всех кладбищ в республике, как мусульманских, так и православных. Работы по данному направлению фонды «Сафмар» и «Возрождение» ведут с 2023 года. В прошлом году были полностью реконструированы 35 мусульманских и 7 православных кладбищ. В этом году работы по реконструкции кладбищ продолжатся. Запланировано 27 кладбищ, из них 24 мусульманских и 3 православных. Православных всего было 10 кладбищ на территории. В этом году по ним работы мы завершаем.
Работы подразумевают установку металлических оград и ворот, благоустройство, озеленение территории, создание парковочной зоны и многое другое. Ведутся также дополнительные работы в зависимости от потребностей местных жителей. В этом году работы уже начались в нескольких населенных пунктах, в частности, на мусульманских кладбищах в Малгобеке и Барсуках и на Малгобекском православном кладбище. Очень довольны и благодарны, что не оставляют без внимания и помогают нам христианские кладбища убирать, чистят порядок. Очень благодарны все. И главе республики благодарны, и Гуцериеву Микаилу. Все работы проводятся под контролем главы республики Махмуда-Али Калиматова, который считает, что реконструкция и благоустройство захоронений имеет огромное значение для уважения и сохранения памяти об усопших, а также для обеспечения достойного ухода за местами захоронения. Хочется отметить, что все работы, которые проводит на территории Ингушетии благотворительный фонд «Сафмари Возрождения», постоянно на контроле у главы республики Махмуда Алима Кшариповича. Интересуется, периодически выезжает на объекты. Если нужна необходима какая-то помощь, помогает, подключает правительство республики. То есть у него постоянный контроль за ходом строительных работ. Совместная работа администрации республики и мецената Микаила Гуцериева направлена на решение важных социальных задач в регионе, повышение качества жизни населения. Зелимхан Калоев, Магаз 24.